Прямо на дороге, блин, растут боровики, блин. Прямо на дороге растут боровички. А тут тоже посмотреть будет боровиков. Раз выскочили. Ладно, сегодня операция подосиновик. Вон они, прямо возле дороги стоят. Ладно, пока так соберем. Потом зайдем в бор. Там уже посмотрим. Вон они стоят. Красавцы. Он большой, не будем его трогать. Короче, ладно, в бор. Там поглядим. Вон караваи стоят. А там поглядим. Ребят, всем привет. Ну что, очередной поход в лес. Тихая охота. Грибочки вроде как есть. 3 дня назад ездил по боровикам. Ну, кто видел, тот видел, ребята. Грибов много, но червивые. Понятное дело. Июль месяц. Никогда не собирали в такую пору. Вот. Ну и как я обещал, за красный съезжу. Это будет последняя, ну крайняя или последняя, постоянно придираются, как правильно. Последняя. Тихая охота, скорее всего, больше не поеду. Будем уже ждать осень. Пока заезжал, ребят, тут такие боровички на дороге стояли. Вот, там останавливался. Чистый. Нога, как показала прошлая грибалка, была червивая, чистенький. У малышей вчера только выскочили. У нас опять ливень был хороший. Вот, и пару красноголовиков. Подосиновик. Сегодня я вот, ребят, в принципе, за ними и приехал. Вот. Поспешить надо, ребят, сегодня 8 утра сейчас. Ну, уже градусов 20, наверное. А сегодня вообще 27 градусов. На солнце будет все 37. Так что максимум час-полтора, ребят. Гуляем и уезжаем. Потому что жарко. Не таежная это, ребят, температура. Ну и комар лепит. Сейчас пока заходил через ручей, через болото. Труба там комаров. А в бару все-таки немножко не так. Вот. Че, поехали, ребят, погуляем. Июль месяц, грибы. Опа! Кто давно на канале, ребят, с Бориком моим уже знаком. Борик небольшой. Живут вот такие красноголовики. Подосиновики. Так, надо посмотреть, в каком состоянии, даже вот крупный. Вот этот червивый. Я до уезда в Тверь ходил, и крупные даже были чистые. Опять что-то березка упала. Или Михалыч помог, непонятно. Хотя вот лист. Сезон веников, ребят, сбор.
Надо веники брать. Был праздник Ивана Купала. Ну, по России там. У нас в Коме, ребят, Иван Лун называется. И вот традиция свежими вениками париться и бросать на крышу бани. Мол, с этим веником уходит вся нечистая сила. Всякая вот гадость, которая прилипла. А я-то как блогер, ребята, в любом случае постоянно меня обсуждают. И хорошим словом, и плохим. Так что обряд произвели. Теперь на год, ребят, заряженный от всяких чижиков, так скажем. Вот. Ладно, не суть. Не знаю. Будет что у нас на тропе, не будет. Посмотрим. Так. Решил я за красными сгонять. Да, вот. Есть, видите, боровички, ребят, но они червивые. А вот красноголовички, вот, они вот чистые. Надо быстренько крутануться. Солнца нету. Ой, ветра нету, а солнце дает жару. Так, ну что, захожу в более-менее такие локации грибные. Да, духота, конечно. Тяжело дышать, заряженный воздух, душно. Кстати, вот сразу хотелось бы немножко подметить. Дышишь как паровоз. Ну, ребят, во-первых, мне вот дать каждому камеру и подвесить ее под нос. В любом случае будет слышно дыхание. У камеры очень хороший микрофон, так как я пишу без петлички. Ну, бывает, что, конечно, сдалека жалуются люди, что нет звука особого хорошего. Но здесь микрофон хороший. У Соньки и любой, ребята, вздох, пчел будет слышно на камеру. Вот. Лишний вес, ну, я не спорю, есть у меня лишний вес. Вот. Хотя я всегда был крупным таким. У нас вся семья такая. И тут не надо говорить, что вот там худеть надо, не худеть. Это, ребят, ну, знаете, есть гончие. Вот они вот такие. Сколько там едят, не едят. А есть крупные. Это по-семейному. И что потом говорить-то, что вот человек должен на диетах сидеть каких-то там. Я, бывает, ем там, как приведется вообще там. Бывает, что и не ем. Но я же не от этого толстею, там, скажем. Физиология такая. Ну, еще и фактор, ребята, у меня проблемы с носом, я дышу ртом с детства. Так что сначала вот писать кому-то, что-то доказывать, определять, вот, утверждать. Не только мне, там, другим людям, кто пишет. Ну, вы же сначала, ну, не знаете, да, вот, за человека. А готовы вот сразу что-нибудь там поднасрать. И не более того. Вот, а хотя там всякое бывает. У меня знакомый попал в ДТП. Была травма позвонка. Все. После этого его начало раздувать, как не в себя. Так что здесь, ну, ситуация такая. Не знаешь человека, особо не начинай, как бы там, ну, оскорблять, там что-то еще. А грибов-то нету. Сколько уже прошел? Ни хрена. Отошли красноголовики. До этого-то были, блин. Стоит красноголовичек. Какой-то такой. Чуть непонятно. Ну да, червивый. Сыроежек много, кстати. Сыроежки есть. Прям повылазили. А вот красненькие отошли в бару.
Так, ладно, срежу как-нибудь вот так. И выйду на локацию. Не буду обходить круг. Здесь такая низина такая. Более. Сейчас поднимемся на подъем сразу. Вот сыроежек много. Это не то. Это не то. Они уже тоже вот большие. Ну, короче, я так и сказал, что вот крайний раз еще сгоняю. Там впереди тоже, смотрю, и под 30 есть. Сейчас это быстро все сожгет. Температура очень мощная для грибов, конечно. Да, хоть и дожди были, но пару дней 30-ки высушит все. Так, наверное, и будет. Нету, ребят, нету. Походу, нехрен тут делать в бару. Надо ехать по краям погулять. На окраинах там вот есть же. Маленьких, молоденьких я не вижу. Найдешь 3-4 огромных. И все. И то червивые, наверное, будут. Так что надо поспешить. Время потратишь тут. Солнце поднимется и все, жара будет. Сейчас режу, ребят, в ту сторону. Вышел на дорогу, ну как дорога, тропинка. Срезал и выхожу обратно. Не стал я, ребят, мотать тут круги. Все понятно сразу, сходу. Хотя вот, не знаю, вот сторона, вот, смотрите, какой стоит. Там еще один. Непонятно. Ну да, он червивый, мягкий. А это что у нас? Да такой же, видите, все. Хана им. Им хана. Ладно, на эту сторону так что пробегусь. Не по дороге уж, а так. Короче, что думаю? Думаю, ребят, сейчас я выскакиваю. Заеду здесь, посмотрю полосу боровика. Вот. Может, такие вот маленькие есть свежие. И есть желание даже съездить в другой бор. Надо выезжать полностью. Но я на мотоцикле, так что это все быстро. Вот. Там посмотрим. Ну, может, что наскребем, короче. Раз уже приехали. По грибам закрываемся. Но рыбалки нету. Вода большая, ребята. Просто половой. Начало падать, конечно, мало-мало. Маломайски. Но пляжей нету. Нет ни одного пляжа. Все затоплено нафиг. По тропинке кто-то, ребят, прямо на дороге боровика срезал, смотрите. Вот. А тут, смотрите, два пацаненка стоят. Выросли. Опа. Вот такие красавчики. Боровички. Вот этот мягкий, конечно. Мягкий. Ладно, сейчас попробуем. Больше нету. Вот боровички, видите, что-то полезли. Странная тема, но как есть. Вот тут кто-то прям на дороге срезал, а тут 2 штучки выросло еще.
Тряпка вроде как нормальная. Это червивый. О, какой красавчик, ребят, стоит. Возможно, хороший. Вот такой длинноногий. Четкий прям. Здесь такой мох. Черничник. В таких местах они бывают чистые, да, крепкие. Ну и солнышко здесь не попадает. Угу. Да и крепкий он. Хороший грибочек. Так, ну что, мало-мало возвращаюсь, перешел ручей, зашел на окраину. Давайте вместе, ребят, посмотрим. Здесь частенько попадаются. Вот, может, стоят. Ну и мотоцикл у меня уже метров 300. И я уже возле мотоцикла, так скажем. Вот такая полянка. Красавица. Не знаю почему, но вот место такое здесь, на этой полянке, душевное. Вот стоит. Стоит. Вот большой. Это большой, ребят. Здесь раньше когда-то стояла ловушка на глухарей. Старая. Я еще помню те моменты, когда она еще живая была. Видите, вот эта яма. Вот здесь дворик был. Старая ловушка на глухаря. Сейчас уже никто не занимается ничем этим. Ни петлями, ни капканами. Все это уже утеряно. Че, нет на полянке, да, ребят? А вот, нет. Есть. Красавчик, ребята. Маленький. О, там еще один. Так, давайте посмотрим, сколько соберем на этой поляне. Раз. Точнее, это уже второй, да, ну ладно. Того мы не будем считать. А вот еще один, но огромный. Еще один, но огромный. Вот этот, ребят, наш красавец еле-еле виднеется. Толстоногий какой, смотрите. Ух. Бомбовский. Так, тут еще. Это огромный. Это уже что-то хана ему. Вот еще фонарик. Прям такой аж фонарик. Можно посмотреть, в принципе, его. Пока так. Так. Повнимательней. Вот еще один. Такой нормальный, вроде небольшой. Ну да. Его можно забрать. Так. Если что, ребят, мне подсказывайте, я могу пропустить. Сразу все не увидишь. Так. Тут вроде больше нет. Ну вот, уже не зря здесь прошел. Уже не зря, ребята, здесь прошел. Полянка, да, крутая. Очень крутая полянка. Всегда здесь найдешь. Хоть один гриб, но найдешь. Уже заметил. И все, вот она заканчивается. Сейчас тут и почистим. Тут и почистим.
Чистенький. Чистенький. Чистенький, ребята. Вот этот, конечно, прям вообще, смотрите, он только-только формироваться начал, потому что в мху был. Сейчас мы его красиво подчистим, чтобы домой меньше мусора везти максимально. О, какой. Вот прям его напополам и жарить. Так, ну что, поднимаюсь, тут мотоцикл, ребята, у меня, и поехали. Посмотрим белых, наверное. Думаю, выскочу, пошел на дороге, полянка закрылась. Вон я там чистил грибочки. Тут еще один нашел. Что-то голову поворачиваю, ребят. Фух, стоит малыш. Раз. Потом смотрю, тут еще один. Вот они. Видите, где растут. Надо повнимательнее, может еще есть. А вот еще, ребят. Прямо у дороги, смотрите, спрятался. Еще 3 штучки. Вот в таком они месте. Черничник. Ну, тут влага сохраняется. Солнце не так сильно греет. Вот, пожалуйста. Еще 3 штучки. Ну, еще тут один стоял. 4, в общем. Смотрите, ребят, выскочил на полосу. Она свежая, ей всего лишь 2 года. Тут кто-то чистил. Смотрите. Боровики стоят. 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Охренеть, прям на полосе. А вон там еще один огромный. Не знаю почему, но вот именно какие-то вот неровности, овражки, вот такие вот места, вот они любят грибы почему-то расти. Ну, видать, из-за влаги, скорее всего, скатывается влага. 6 боровиков, охренеть. Песчаные, правда, но ничего. Это дома моется все. Посмотрим. Капец он песчаный, ребята. Зато чистый. Да, придется дома мыть с водой. Ну ничего, помоем. Тоже чистые, ребята. Ну песчаные они, песчаные. Но зато это боровики. Ладно, дома поработаем. Этот у нас червивый. Это чистый. Это что у нас? Кабанчик. Червивый, да? Ну такой чистенький даже, более-менее. Ладно, на грибницу его оставим. Это вроде червивый. Мягкий, да. Вот вам полоса. Идем дальше. 2 штуки, ребята. Вот этот огромный, но может и хороший, потому что, ну, видать, вот именно черви песок не особо любят. Если они в мху еще двигаются, это же как личинки же они вот. Мухи садятся, срут, и потом получаются вот эти личинки. А на песке, видать, чистые. Дядька Боровик, здорово. Блин, чистый, ребят, прикиньте. А нет, хожено. А вот этот, возможно, ребят, чистенький будет. Не, ни хрена. Ну и песчаные они.
Продолжаю идти по полосе, такой ров. Ну, для многих может непонятно, сразу скажу, когда это сделано для противопожара. Если лес загорается, допустим, с этой стороны или с той стороны, ну, чтоб по мху пожар не шел. Ну, вот эта преграда песчаная, как минимум, должна защищать. Ну, понятно, если по дереву, дерево упадет, перейдет на то дерево, это не спасет. Ну, как минимум, от какого-то такого загара. Мох, потому что сухой, ребят, как губка горит. То вот по покрову спасет. Вот так погуляю по ней вдоль. Сегодня у нас прогулка вдоль называется. Прогулка вдоль. Вон еще боровик, ребята, стоит. 2 даже. Не знаю. Этот огромный. Это посмотрим. Чистый, что ли? В натуре чистый, ребят. Крепкий. Облачка появились. Солнышко прячется. Хорошо становится. Хорошо становится. Ну, к огромным не подхожу, ребят. Там может что-то даже и есть. Ну, блин, зачем? Я же не езжу здесь за 100 километров. Я же тут возле дома. Зачем их таскать тяжелых? Там. Если есть вот что-нибудь такое подсобрать, правильно? Сейчас пока не заготовки. Это осенью будем собирать. Там и большие, и крепкие. Потому что холодно. Сохраняются грибы. А сейчас что? Сейчас такой фактор для гриба. Это жара. Солнце убивает моментально. Ну и получается, что тепло и ночью, и днем. Мухи вот эти, они делают красиво, быстро. Так что здесь он вроде и маленький, а уже все, уже гнилой. Червивый, ну, естественно, сразу гнить начинает. Для июля месяца это, ребят, шикарно, я считаю. Походить вот так, грибы пособирать, блин. Хоть какие-никакие, но все равно грибы. Красавцев будем брать осенью. Опять, ребят, смотрите, какие колпаки стоят. Охренеть просто. Там еще один огромный. Она уже заканчивается полоса. И вот такие дураки. Вот что с ними делать, хрен знает. Боровики же, блин, ё-моё. Прикиньте, чистый, ребят. А это червивый. Давайте это посмотрим. Ну, чуть-чуть там какие-то дырочки есть. Так-то нормально. Так, друзья, добрался до магазина мотоцикла. Ну, короче, такой у меня сброд. Всякие разные. Я, может, кто заметил, вот люблю грибы собирать, знаете, как-то не так. Если еду за боровиками, значит, боровиков беру. К красноголовикам не подхожу. Ну, это первые грибы, понятное дело. Песчаные, корявые. Ну, когда мы их помоем, почистим, ребятки. Когда с лучком зажарим, а потом еще сметанки. Да холоднику с холодильничка достанешь. Ох,
Там, ребят, непонятно, какой он был на самом деле. Тем более первые. Свежие, вкусные. Так. Короче, решил ехать на Бор другой. Просто там хочу побывать, и все. Посмотрим. Найдем там 2-3 штуки, да и нам хватит. Просто побываю, посмотрю, как обстановка. Я в этом году еще там не был. Вот. В этом году все равно ветер был. Зима снежная. Много деревьев попадало. Посмотрю там как. Может, тоже завалило все. Девять часов как раз. Час еще вот у нас сейчас минут 15 ехать. Ну и в общем как раз минут 40 погуляем. Так, ребят, ну что, я переехал. Стоит красноголовик. Красавчик, даже 2. Вроде наши пациенты. Вот так потихоньку иду. Можно было проехать все это там дело. Ну, я думаю, тут даже 3, ребята, вот видите. Как-то его и завернуло. Так, непонятно. Как-то завернуло его даже. Ну, пройду, тут тоже попадается на окраине. У нас сегодня как раз именно окраина. В Бору-то, возможно, и не будет ни хрена. А на окраинах вот есть. Бедолага. Палка, ветка там помешала ему. Видите, он как пошел в рост. Ну, как говорю, на сковородке. На сковородке, ребят, там уже хоть кривой, хоть косой. Да, деревьев попадало в этом году очень много. Ну, дорога чищенная, пиленная, но завалена была вся. Труба вообще, конечно. Труба. Боровиков не вижу. Здесь вот место. Боровички бывают стоят. Надо получается самый верхний бор. Он на высоте стоит. На горе. Возможно, тут и не будет, потому что 3 дня назад ездил, то смотрел, я вот с одной стороны собрал, а с другой стороны их вообще нету. В самом низу, в общем, грибы были. И вот тут, наверное, такая же ситуация. Тут, наверное, ребят, то же самое. Ладно, приехал, посмотрим. Все завалило нахрен. Все перевалило. Жесть. Полностью вся тропа. Надо будет по осени пилу вести. Путик пропилить. Все вот это поубирать нафиг. Ходить невозможно будет.
Ух, поднялся, ребята. Все завалило нахрен. Вот так он выглядит. Пух-пух-пух. Попереломалось все. Весь бор завалило нафиг. Так, ну ладно, что. Барочек, дай грибочек. Посмотрим. Скорее всего, здесь ничего не будет, ребят. Может, максимум пару красноголовиков там. Боровиков, наверное, не будет. Не знаю. Ну, раз приехал, прогуляюсь. Он небольшой такой, красивый бор, блин. Осень тут сказка. А нет, он стоит, ребят, под елкой. Елочки мои узнали. Вот они здесь. Вон, смотри, что сделал. Все завалило вот эти елки. Там все грибы растут. Сейчас вот хрен поймешь, что будет твориться. Все свежее упало. Старый гнилой. Старый гнилой. Бор интересный. Вот эти елочки. И чем он еще прикольный, он, ребят, здесь не только вот, если там только красноголовики в основном, там только боровики, здесь перемешку все растет. И лисички даже попадаются. Почему-то у нас здесь их не так много. А ну здесь есть. Все в перемешку. Боровички, боровички. Где же вы есть? Завалило, да, блин. Хреновые дела. Все это завалило. Рябчики, ребят. Выводок рябчиков поднял. Молодых. Такие, знаете, уже на пере. 3 штуки туда сел, 4-й улетел. Сейчас попробую подойти. Жалко, камеру большую не взял. Куда-то вот сюда сели. Где же вы, цыплятки? А, вот он, вот они, ребят. Тут сидели, не видно. Один взлетел, еще 2. Где-то сидят, не видно. Выводок, короче. 4 штучки, ребят. Маловато, должно быть 7. Ой, все попало. О, вон он. Вон он сидит, сейчас подойдем. Хреново видно. Видите, они даже не улетают. Вот на этой тонкой сосенке. Малыш какой. Зяблик. Так и сидит. Ладно, не буду их тревожить. Пускай растут, размножаются. Когда дичь встречаются, ребята, это хорошо. Это хорошо. Караваи стоят. Тут туда шинковал их прям на дороге. О. Тропа идет тут на реку, на таежную маленькую. Пусто. Пусто. Зря поднялся, ребят. Ну ладно, посмотрел хоть. Блин, все завалило. Вот смотрите. Даже мелкие деревья и то повалены. Тут обычно красноголовики. Вот сейчас посмотрю здесь.
Это все снегом походу завалило. Все налипало. Вот такие сосенки даже не выдержали. Пых, ломались. Все вон перехерачило. Ёк-макарёк. Такой бор, а. Он там стоит, гнилой какой-то. Вот тут на мху вот этом красноголовички бывают. Все перевалило нафиг. Такой бор был, а. Запоганило все. Ну что, природа мать. Что не поделаешь. Что, нет фонариков? А, нет. И не будем лазить. Ноги убивать. Жара поднимается. Выходить надо. Выходить надо. Да, вот тут все. Ладно, вот эти гнилые-то попадали. Молодняк он попадал. Фух. А вода. Ну что, друзья, заканчиваю, ребят, охоту тихую. Летние выходы буду заканчивать. Не поеду больше. Покушали свежих. Нормально. Вот. Возможно, за ягодами мотнемся. Правда, впереди жара поднимается. Сейчас тоже такое себе. На болоте стоять с водами, там с ума сойдешь. Вот. Ну, поднялся сюда, чисто так посмотрел. Понимание было, что здесь делать нечего. Надо было там лучше остаться, боровичков посмотреть еще. Ну ладно. Че, у меня жареха в любом случае есть, ребят. Больше мне и не надо. Так, если разобраться. Вот. Ну, посмотрел, да, завалило. Осенью надо пилу будет сюда привезти. Проход пропилить. С грибами, с корзинами. Потом неудобно лазить там по этим бурелакам. В этом борике, кстати, частенько дичь вижу. Туда тут глухарька жила. Наблюдал за ней. Косачи жили на краю. Был удивлен, что вот они именно прям на мху таковали. Они обычно на полях, там где-то вот на болотах. А прям таковали прям этот. Ну, прям на бору. Вот выводок рябчиков. Ну, тайга живет по-своему. Ну, я как бы и планирую, ребят, час-полтора-два погулять. 9:52. Ну, вот как раз я вот выхожу тут до мотоцикла. Сейчас километр прогуляться. И на хода. Так что так, ребятки. Ну, ладно, что. Пока с рыбалкой никак, ребят. Вода у нас очень огромная. У нас пляжи все затоплены. В деревне никто не рыбачит. Знаю, что сети ставят. Сейчас, понятно, все раздолье. Вся рыба в кустах там. Сеточки ставь там. Правда, не знаю, конечно, как проверять, потому что, ну, мне кажется, рыба за 2 часа уже все хана ей будет. Вот. Ну, короче, есть в планах на озеро, так что увидимся. Ходите в лес, ребята, за грибами, за ягодами, гуляйте, выезжайте. В лесу круто. Давайте, всем пока. Выхожу уже, ребят, к мотоциклу. Ну, не по лесу, заходил по лесу там, а иду по тропинке. Смотрите, ребят, боровики. Бам, бам, бабам, бабам, бабам. Короче, может даже и нормальные, вот эти-то точно хорошенькие. А мотоцикл где-то у меня вон там виднеется. Вон он уже здесь 30 метров. Чистый.